I'm a cool girl, I'm a cool girl, ice cold. Всем приветики, друзья! Добро пожаловать на мой канал Jumpkin Donuts. Сегодня у нас видео фавориты месяца. Точнее, мои любимчики месяца, а даже не месяца, а несколько месяцев, потому что, вы знаете, я это очень редко делаю, но когда делаю это, я реально показываю мои любимые вещи. Так что здесь будет не только продукция из косметики, но там я добавлю мои любимые фильмы, любимую музыку, так что будет интересно. Кстати говоря, если ты еще не подписался на мой канал, подпишись сейчас. И, конечно же, follow меня в инстаграме, если у тебя есть инстаграм, Jumpkin, Donuts. И мы с тобой будем всегда на связи. Так что давайте приступим. Ну что ж, мы, наверное, начнем в первую очередь, это из продукции по уходу за кожей, потом идет косметика нормально, потом уже и так далее начнем. Мой первый фаворит из продукции по уходу за кожей, это, наверное, умывашка. Умывашка у меня Skin Laundry Gentle Foaming Face Wash. Это, получается, пеночная умывашка, вот столько хватит на все лицо, потому что она пенится офигенная. Раньше я, из-за того, что у меня комбинированная кожа, я пеночные умывашки не любила вообще. Но когда попробовала вот эту, я немножко сэмпл взяла в Sephora, потому что она новая. Потом попробовала. Я подумала, как же классно чистить лицо. Как я обычно убираю мейкап, да? Конец дня. Я обычно все вот это я вытираю салфеткой. Получается, убираем весь макияж, а потом мне нужно промыть все, да? Получается, после салфетки. Остается вот это вот жирное еще, у меня не до конца все ушло. Поэтому мне нужна реально такая бумажка сильная, которая смывает все. Смывает мой жир, грязь, макияж, который остался на лице. И вот это идеально. Что меня в основном заинтересовало, когда я начала пользоваться? Наверное, заинтересовало в первую очередь то, что она для чувствительной кожи. Как вы знаете, моя кожа чувствительная после лечения от акне. У меня до сих пор, не на все, получается, продукты у меня хорошо реагирует. Так что мне нужно быть очень осторожна. И поэтому я использую именно вот этот, который для чувствительной кожи. Здесь говорится, что это для чувствительной кожи, убирает весь грязь, excess oil, то есть остатки жира, которые вот кожа обрабатывает за весь день. И, конечно же, не сушит лицо. Вот это вот реально важно, потому что после пеночной умывашки кожа обычно сушится. А у меня вот эта эрия всегда сухая. И она вообще не сушит кожу. Наоборот, чувствуешь себя вот чистой. Вот. Просто чисто. Следующий уже идет увлажняющий крем. Это Dr. Jart Water Drop. Как вам про это объяснить? Это вроде бы увлажняющий крем, но как бы гель-крем. Она вот наносишь на руки. Она примерно вот такая. И потом уже, если нанесешь, она превращается в жидкость, как вода. И распространяется по всему кожу. И распространяется по всей коже. И сухая, но увлажненная кожа. Я не знаю, первый раз, когда попробовала, думаю, вот это да! Это как гель, который вот тает на коже, и вот прям внутрь заходит, и ну все, увлажнилась. И она не жирная, вот сверху, вот, например, потрогаешь, не жирная, и она не лежит на коже, знаете. По идее, идеально для всех типов кожи, но особенно для комбинированной жирной кожи, потому что она не будет таким тяжелым на лице. Здесь говорится, что она дает instant, получается, сразу же дает увлажнение для сухой кожи. Я с этим соглашусь, она реально сразу увлажняет. Brightens and dull skin. Получается, осветляет кожу тоже. А еще пахнет офигенно. Пахнет вот не слишком прям парфюмным, да? Именно вот свежестью пахнет. Прям вот, не могу объяснить, но свежесть. Как будто бы, не знаю, бывает же после стирки, там, например, после тайда пахнет, знаете, свежестью. Вот чем-то таким пахнет. Реально классно. Но здесь нету никакого парфюма, потому что если был бы парфюм, моя кожа бы стала бы ужасной. Не знаю, у меня какая-то странная реакция на парфюм. Если в каком-то креме есть парфюм, какой-то запах, моя кожа вся становится красной. Я не знаю почему. Да, здесь нету парфюма, но пахнет офигенно. В общем, классная штука. Кстати, это корейский бренд Dr. Jart. Она очень популярна в Sephora. Следующее по уходу за кожей я не могу просто не поделиться. Это маска Josie Maran. Называется Whipped Mud Mask. Я это получила как подарок от Sephora. Но, если честно, я из-за того, что Josie Maran отношусь так, да, я не знаю, не все продукты от Josie Maran нравятся. Вот когда мне дали этот подарок, я думала, о, ладно, классно, типа, полный сайз, полный размер. Ну, я долго держала и не пользовалась, это 2 месяца, наверное, лежала. Но недавно из-за того, что в Майами съездила, мне нужно было срочно маска, чтобы обновить кожу, чтобы сделать немножечко спа-процедуру, да. И я подумала, о, я, кажется, давно не использовала.
Попробовала первый раз эту маску, получается, 30 минут подождала, смыла лицо и думаю, вау. У меня в то время сухое вот здесь было, прям шелушилось конкретно, здесь жирно, вот какие-то вот не знаю, странная кожа была. Не знаю, почему, у меня какая-то усталая, дряхлая кожа тогда была. Я хотела немножечко обновить, дать немножечко маски перед поездкой в Майами. Вот эта маска, я вам говорю, реально дала большое изменение моей кожи. Во-первых, что я почувствовала? Когда смываешь, такое чувство, что все вот эти черные точки, да, как бы, не то что черные точки, скажем, просто где там, где поры, да, у меня нету черных прям точек, но есть такие поры. Прям очистились хорошо. Я чувствую прям таким увлажненным, прям кожа, прям вот так делаешь, прям очень увлажненная, как у бебечки, можно сказать, да, как у лялечки. Так что я вам точно говорю, что она вам даст конкретное увлажнение на коже, что кожа прям сразу свежая и готовая для поездки такая. Я думаю, что у каждого должна быть такая маска, которая, например, если у вас какой-нибудь ивент, чтобы быстро сделать масочку, чтобы раз, твоя кожа как новенькая, знаете. И я думаю, что вот такая маска должна быть у каждой девчонки, именно вот detoxifying и hydrating, чтобы кожа сразу обновилась перед важным событием. Следующее мы уже переходим в косметику. В первую очередь мы, наверное, начнем с тоналки. Моя тоналка, которую я уже использовала, я не знаю сколько раз, но уже закончилась. Но я хочу вам сказать, хоть и там ничего не осталось, она моя самая любимая тоналка из всех. Реально классная тоналка. Это Hourglass Vanish Stick. У меня цвет Ivory. Эту тоналку вообще, по идее, можно использовать как консилер, как тоналку. А если возьмешь какой-нибудь темный цвет, можно использовать как контуринг, там, хайлайтер, ну, как хочешь. Но я использую, конечно, как тоналку. Это у меня, смотрите, у меня здесь почти ничего не осталось, там маленькая вот. Это примерно такая. Идет как треугольник. Хоть это карандаш тоналка, но когда наносишь на кожу, оно прям как тает. Тает от температуры твоей кожи, насколько она теплая, да. Я немножко нанесу вот сюда. Многие боятся обычно, когда наносят карандаш, а именно тоналку, да, тоналку-карандаш. Многие боятся, что она будет сушить кожу. На самом деле Hourglass совсем не похожа на все карандаши, она совсем другая. Вот наносишь, смотрите, какая она прям тает на коже и распространяется прям гладко. И как будто твоя кожа, вот, не знаю, мне очень-очень нравится. Я вначале думала, что цвет Ivory, да, по идее это Ivory это светлая кожа. Но Ivory почему-то мне подходит. И все говорят, что идеальная кожа на мне. Так что да, я всем советую эту тоналку. Просто нереально крутая тоналка. И, конечно же, совет, перед тем, как использовать эту тоналку, обязательно увлажните кожу так, чтобы кожа была прям свеженькая. Если нанесешь на сухой коже, либо же на тот слой, там, где еще есть верхний старый слой кожи, да, если ты еще не делал скраббинг, и твоя кожа прям еще шелушится, если нанесешь на то место, где шелушится, она вообще не будет работать. Так что обязательно кожа должна быть свежая, увлажненная, а потом тоналка будет идеально ложиться. Так что вам всем советую. Следующий в список идет консилер. В этот консилер я не верила. Многие говорили, это big concealer, то есть консилер с большой буквы. Консилер! И я думала, все врут. Ну, я решила, конечно, попробовать. Как бьюти-блогер я должна попробовать и тоже удостовериться, что это самый лучший консилер. Что я скажу? Они правы. Это называется Tarte Shape Tape Concealer. Ребята, я не верила, но я теперь верю. Шикарный. Во-первых, что мне нравится в этом консилере? Там нету ойла, точнее в ингредиентах нету плохих химикатов, там нету минеральных масел, там нету фрагранса, получается, парфюма. Это те ингредиенты, на которые обычно моя кожа реагирует, и я обычно сразу мне сыпь идет. Вот, самое главное, там нету плохих химикатов, и на коже хорошо ложится. Она очень-очень полного покрытия, я вам скажу, нереально полное покрытие. Так что, если вы не любите слишком много макияжа, не покупайте, потому что это конкретно покроет все. Когда я его использую, мне иногда даже корректор не нужен под глазами, если у меня черные круги, да. Она реально классная. То, что я сразу заметила еще, она пахнет классно. Опять же, там нету вроде парфюма. Пахнет как лечебные травы, что ли. Вот такая получается. И аппликатор вообще классный, тоже наносишь и идеально подходит. Я иногда наносила ее просто под глазами и сверху наносила свою пудру. Иногда так и ходила, и потому что там так покрывает хорошо, что тоналка иногда не нужна. Так что, если хотите
консилер с большой буквы, я вам точно скажу, это Shape Tape. Следующий идет уже хайлайтеры. Несколько хайлайтеров. Как вы знаете, я просто обожаю хайлайтеры, я просто шить не могу. Первый хайлайтер, это, наверное, бюджетный, который Elf Cosmetics мне отправила. Я думаю, Elf Cosmetics вначале, знаете, а потом, когда попробовал, думаю, вау! Это, короче, хайлайтер от Elf, называется Moonlight Pearl, хоть и стоит, наверное, сколько, $3 вроде бы стоит, но она нереально крутая. Посмотрите, я сейчас попробую пальчиком и нанесу сюда. Классно сверкает. Если видно. Видно, нет? Нет, видно. Я думаю, для $3 этот хайлайтер просто жесть. Офигенно. Смотрите, как сверкает. Так что, если хотите сэкономить, но хороший хайлайтер, я вам точно советую Elf хайлайтер, который называется Moonlight Pearl. Она нереально крутая. Следующий хайлайтер, это не просто хайлайтер, это хайлайтеры, точнее, палетка хайлайтер. Вы, наверное, уже догадались. Anastasia Beverly Hills Nicole Guerrero. Хоть у меня Glow Kit есть, старый, да, еще другой есть, у меня все хайлайтеры в Sephora есть у меня. У меня от NARS есть, у меня есть Becca, у меня есть все. Но вот это, я думаю, реально самый лучший, который когда-либо Anastasia Beverly Hills делала из своих Glow Kits, честно. И цвета. Обратите, цвета какие классные. Очень нравится, что здесь есть персиковые цвета, коралловые, такие персиково-золотистые, что идеально для моей кожи. Желтой кожи такая. В общем, она нереально пигментная. Вот я уже сколько уже использую, да, вы уже видите, как использованная, да. Она как крем, честно, она как крем. Например, вот так сделаю, чтобы вы могли немножечко увидеть, о чем я говорю. Так, чуть-чуть. Если видно. Вот, не знаю, я влюблена в эту палеточку. Я думаю, того стоит. Она стоит сколько? $40 или... Да, $40. Или 39? 38. 38 вроде. И она того стоит. Я думаю, многие спрашивали, Джама, стоит того, либо же купить, не знаю, другой какой-нибудь. Я точно знаю, вот это точно стоит покупать. Тем более, она очень хорошего качества, и это Anastasia Beverly Hills. Следующий мой фаворит, это от Kat Von D, называется Alchemist Palette. Это вот такой нереальная палеточка. Я вначале, когда он вышел где-то, наверное, месяц назад, я не особо была заинтересована, потому что я думала, что это больше для светлой кожи. Почему, я вам сейчас скажу. Во-первых, они вот такие палеточки, да, но они холографичные. Я не знаю, как по-русски holographic переводится, но вы сейчас поймете, о чем я говорю. Оно, получается, смотрите, здесь зеленое, хоть и вам сейчас кажется вся белой, но на самом деле вот это зеленая, голубая, фиолетовая и розовая. Смотрите, она какая холографичная. Я нанесу вот фиолетовую, чтобы вы могли посмотреть, о чем я говорю. И вы можете в комментах написать, как переводится по-русски holographic. Видите? Она вот такая фиолетовая, она меняет цвет на несколько цветов. Сейчас очень в моде, и такие холографичные любые там сумочки сейчас в моде такие, одежда, короче, даже делают иногда ногти holographic, так что, смотрите. Классные цвета, и тут есть еще розовый, который мне моя лично любимая. Нереально классные тени, и не то что тени, их можно использовать как хайлайтер, можно использовать сюда-туда, можно использовать как тени, можно использовать на губах. Если я, например, скажем, да, сейчас нанесу один из них на губы, я не знаю, тупо, наверное, будет казаться, но просто хочу попробовать. Итак, как вы думаете, я, наверное, розовый нанесу. Я буду наносить розовый именно в центр моих губ. Примерно так кажется. Холографично. Примерно так кажется. Можно на губы сверху помаду тоже нанести. Можно нанести на эту эрию, например, скажем. Примерно так. Так что я не знаю, как описать, насколько классная палеточка. Если вы, не знаю, визажист, если вы просто фанат косметики, или вы же просто болеете косметикой, я думаю, что это must have. То есть
эта палетка должна быть у каждого человека, потому что она очень необычная. Не везде такое найдешь, и я думаю, что она необычная и трендовая. Так что я думаю, что оно того стоит. Говоря о тенях, я должна просто показать эту мою палетку любимую, в которой я живу каждый день. Это Color Rain. Палетка называется Queen of Hearts. Примерно такая. Открываешь, она вот такая. Я никогда в жизни не видела такой офигенной пигментации. Очень хорошо растушевывается. Один свайп, ты один раз нанесешь, уже хватит как будто бы на все нанесение. Я не знаю, просто нереальные тени. И цвета очень яркие, вот можешь даже посмотреть. Нереально крутые тени. Особенно вот эти металлические, да, как бы шиммерные. Вот эти шиммерные, нереально хорошей пигментацией. А мой самый любимый цвет из всех, наверное, за все это время было, наверное, вот этот цвет. Цвет называется Navel Woman. И больше всего я использовала еще вот эти две. Нереально классные тени, честно, ребят. Я думаю, что такого качества я еще никогда не видела, тоже классные тени. Следующие любимчики, это уже будут помады. Помады у меня, их два, и вы, наверное, постоянно видели, как я их использую. Это нереально круто. Я в последнее время использую только эти помады. Это у меня Anastasia Beverly Hills. Это вот такое. Это блеск для губ, называется Undressed. Я не знаю, я в эту помаду обратно и обратно влюбляюсь каждый сезон. Я помню, в прошлом году влюбилась, потом забыла на какое-то время, и последний месяц обратно начала носить. Может, у меня губы сушатся, я не знаю. Классный лип-гласс. Это не просто как бы шиммерно, а именно вот толстого слоя блеск для губ. Наносит нереально классный цвет. Например, нанесу сюда. Вот такой. Здесь видно. Дает нереально классный вот объем, как будто губы увеличились. Это раз, да. Во-вторых, увлажняет хорошо и держится хорошо тоже. И с любым мейкап-луком идеально подходит. Я его называю как блеск для губ от J.Lo. Например, если хочешь, например, эффект J.Lo, да. Либо же я говорю блеск для губ, не знаю, Джессика Альба. Они же любят такие, не знаю, блески носить. Так что это мой go-to, когда хочу казаться J.Lo. Наношу вот это. Либо же если я сделала слишком на глазах, обычно вот это спасает, делает немножечко, балансирует все и идеально подходит для всего то, что я делаю на глазах. Второе, это у меня Sephora. Цвет называется 37. Не то, что цвет называется, номер 37. Цвет называется Frosted Pink. Это если так взять, да, это Frosted Pink, как бы розовая, но такая фиолетово-розовая. И сероватая тоже. Такой, да. С холодным подтоном, вот такая розовая, фиолетовая. Оно подходит, опять же, со всеми. Я обожаю использовать ее с любым макияжем. Можно нанести такой смоки айс и можно это нанести. И да, хорошо держится, всего лишь $14 стоит. С косметикой мы разобрались, я вам рассказала все мои любимчики, но немножечко осталось. Я хочу поделиться с моими любимчиками, кроме косметики. Должно же быть любимчики, правильно? То, что мне нравилось весь месяц. Хочу вам рассказать про мои фавориты из сериалов, можно сказать, из фильмов, которые я смотрела за весь месяц. Я весь месяц просмотрела один сериал, который называется ОА на русском, оригинальный ангел, да, а на английском называется The OA. Это вообще идеальная история, если вы, я не знаю, где можно найти в русских сайтах, но я смотрела в Netflix. Сериал просто нереальный, не знаю, до такой степени в моем вкусе, что я не могу объяснить. Как сериал вообще начинается? Начинается с того, что девочка была слепой, она потерялась, не была уже дома где-то 10 лет, что ли, я не знаю сколько лет, очень много лет не было ее, и вдруг ее находят нечаянно на мосту, где она пытается покончить с собой. И когда родители проходят в больницу, она не узнает их. И они понимают, что эта девчонка видит, она уже не слепая. Так что вот так начинается сериал. Дальше не буду говорить много деталей, если вы хотите посмотреть вдруг. Но я вам скажу, вот нереально крутой сериал. Именно немножечко есть такое мистическое, но в то же время есть, не знаю, интересное очень. Про ангелов чуть-чуть есть там. В общем, то, что я люблю, мистическое, sci-fi, да, фантастическое немножечко. Так что всем советую, если кто любит фантастику, мистику и вот немножечко вот необычного, советую вам сериал ОА. Первый сезон уже закончился, надеюсь, они второй сезон начнут или не начнут, пока неизвестно вроде бы. Но, надеюсь, начнут.
Да. Нет, я пошутила, у меня есть еще второй любимый сериал, который я после OA посмотрела. Это называется Frequency. Frequency по-русски вроде переводится «радиоволна». Вы можете найти в любом сайте в русском, да. Сериал называется «Радиоволна». Это сериал про девушку, она детектив, и она, получается, находит у себя дома какую-то, не знаю, вот такую штучку, где, ну, радио, можно сказать, да. И она нечаянно, как бы, ее парень начинает чинить это радио, и радио начинает работать. И вдруг, нечаянно, с радио кто-то начинает говорить. Она не понимает, кто это, а это, оказывается, папа. Но папа умер 10 лет назад, а папа, который говорит на радио, в то же время разговаривает с того времени, получается, с прошлого. Получается, через это радио она разговаривает с прошлым. Папа с другой стороны, с прошлого, с 10 лет назад, и она с этого года, 2016-го. И они вот так разговаривают и пытаются поменять прошлое, чтобы все было хорошо. Прям чуть-чуть могу так рассказать, но я весь сезон посмотрела на одном дыхании, там вот нереально круто вот. Ты вот прям стоишь, вот так смотришь, и все. И не вздыхаешь. И реально очень интересный сериал. Тоже, опять же, чуть-чуть мистическое, потому что там немножко фантастика, как ты можешь разговаривать с прошлым. Ну, как вы заметили, я обожаю фантастику. Не прям фантастику, как там «Звездные войны». Я люблю больше такие OA, «Радиоволна», ну, такие, знаете, чуть-чуть мистики. Так что вот. А что мне нравится из музыки, я вам сейчас хочу поделиться с музыкой. Итак, мои любимые песни за весь месяц, которые я слушаю. Первое это Andra and Mara, называется Sweet Dreams. Это Pascal Jr. Remix. Послушаем. Я ссылку скину внизу, вы тоже можете послушать. И, конечно же, вторая песня это, как там, Friendship, Capsize, вы, наверное, это слушали уже, но я постоянно теперь ее слушаю. И другое, мое самое любимое, вы, наверное, слышали меня поющую в Инстаграме, это Martin Garrix и Dua Lipa, называется Scared to be Lonely. Вот такая вот песня, нереально крутая, я просто влюблена. Конечно, у меня очень много песен, которые я просто люблю, но плейлист я, наверное, оставлю ссылку внизу. Как вы знаете, у меня есть SoundCloud, у меня есть плейлисты, фавориты месяца, там, сентябрь, январь. Я вроде начала с лета. Так что, если хотите все мои песни прослушать, я оставлю ссылку на плейлист SoundCloud, и вы можете послушать все мои любимые, потому что я просто сумасшедшая, когда касается музыки, я обожаю много чего, так что вы должны прослушать все мои песни. Так что я оставлю ссылку, обязательно посмотрите под видео. Ну что ж, ребята, вроде все, я рассказала про все мои фавориты, косметики, там, поход за кожей, сериалы, фильмы. Про фильмы я не сказала, да? Хотя у меня нет фильмов, я фильмы не смотрю, я сериалы только смотрю. Да. Так что вот, ребята, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте вот такой знак, лайк. И, конечно же, не забудьте подписаться на мой канал. Так что мы с вами увидимся на следующем видео. Муа!